кому-то крымско-татарские социальные нормы могут показаться душными и тесными. Активизм не перерос, и активисты не переросли в элиту. В нашем активизме, мне кажется, не хватало субъектности. Солидарность у нас была такой несколько эмоционально-бытовой. У нас очень много каких-то взаимных упреков и обвинений. Да, вот сегодня. Вот уехавшие, оставшиеся. Мы сейчас создаем новые контексты, новые правила. Селям алейкум. Мне кажется, наступил период, когда мы должны осмыслить очень много важных для нас процессов. Именно поэтому мы начинаем проект «Миркес Плюс», в рамках которого мы будем размеренно, спокойно и глубоко беседовать о всем том, что вокруг нас происходит. Обозначать главные вопросы нашего бытия, так сказать. И сегодня этот разговор начался с темы «Уехавшие и оставшиеся». Впереди нас ждут еще не менее интересные темы, поэтому присоединяйтесь, это новая история. Здесь есть фотография концерта Эльмира Измайлова в Судаке. И я узнаю все эти лица, и для меня прям какая-то такая отдельная эмоция, которая прям вот тянется из сердца. Мы же поколение, которое состоялось или проживало вот эти трансформации. Мы выросли в буквальном смысле слова на баррикадах. Мы были лишены, как мне кажется, какого-то подросткового кризиса, возможности прожить этот подростковый кризис. Мое подростковое время прошло на акциях протеста, на баррикадах. Какое поколение выросло на этих баррикадах? Ленора, мне кажется, знаете, здесь больше уместно слово не баррикада, а самострой. Тогда вот как-то акценты становятся, мы самостроевские. Мы привыкли создавать это пространство. Мы привыкли носить воду на себе. Вот я всегда детям своим говорю, посмотрите, ведром воды искупаться. Для них это сейчас разрыв мозга, ну как ведром воды. Вот. Ну не просто ведро, ты еще принеси это ведро воды, а потом унеси это ведро воды. Вот. И некоторые вещи, есть хорошее крымско-татарское слово «каймет», вот, и ты не понимаешь того, что тебе сейчас кажется обыденным, оно уже кайметен. Самостроя, то есть мы сами строили свою жизнь, свое пространство, свои отношения. И это было очень важно. Это не юст такой вариант, новое что-то. Мы готовы были оставить за пределами этих самостроев прошлое, вот то прошлое. Главная характеристика 90-х – это солидарность. То есть это было такое чувство солидарности, которое расплывалось у нас по всему обществу, по венам, да, вместо кофе, да, как вариант. И у нас у всех есть свои истории из этих 90-х. Да? История про персики, история про сливу, про мой ворованный виноград. Да? Но есть еще истории про домовую книгу, в которой были прописаны там, пол Крыма. Да? Были казаны с едой, которые готовились на 20-30 человек, живущих в двух комнатах в лучшем случае. Вот эта вот солидарность, как она изменилась, есть ли она у нас сейчас, и вообще нужна ли она нам сегодняшним? Мы вообще нужны друг другу? Мне кажется, что потребность в солидарности есть. По крайней мере, мы видим этот запрос в тех нарративах крымско-татарских, которые мы фиксируем, будь то социомедиа, либо в рамках исследований, которые мы делаем. Крымские татары ностальгируют по солидарности, они приводят в пример 90-е, как вот некий такой идеальный образец того, как это было и чего уже нет. Но мне кажется, что вот этот запрос на солидарность сегодня — это немножко о другом. Если мы говорили там о 90-х годах, это было больше про выживание, и мы об этом в рамках нашего исследования тоже много говорили, что тогда солидарность — это было про необходимость выживания экономически, материально и психологически, потому что среда была очень враждебная, окружающая, и без каких-то семейных, родственных, общинных связей было очень трудно выжить. Сегодня, мне кажется, потребность в солидарности не сколько для выживания, это скорее такая потребность в чувстве плеча, потому что, мне кажется, среда опять очень некомфортная, и крымским татарам хочется ощутить, что есть люди, которые думают так же, чувствуют так же, которые проходят через те же эмоциональные состояния, что и они. То есть вот эта солидарность
чтобы преодолеть чувство одиночества? Действительно, Эльмира права. Наши исследования много из наших респондентов говорят о том, что нам очень нужно быть вместе. Некоторые уходят в вопрос вообще существования единства, необходимости единства, и говорят, что это, собственно, форма нашего существования, как крымские татары, наше единство. Барелик тот самый. Да, да. Но я согласна с Эльмирой в том, что, да, действительно, раньше это было про выживание. Сейчас это не столько про выживание, а сколько вот про тот мирок, который тебе позволяет быть тем, кем ты есть. Без ролей, может быть, да, без каких-то статусов, без каких-то регалий, то есть без того навеса, социального навеса, каким ты являешься вне этого мирка. Сейчас мы заменяем вот это нашу общую солидарность, да, какими-то больше семейными вещами, близко семейными вещами, близко родственными вещами. Солидарность сузилась в своих границах. У меня есть ощущение, что действительно качество солидарности поменялось, да, и содержание, и качество солидарности. Тут она больше с таким, я бы сказала, социально-политическим оттенком, да, хочется этой солидарности. То есть в бизнесе мы все еще индивидуальные предприниматели, хотя наши бизнесмены говорят, что мы сейчас в процессе перехода, да, от индивидуального предпринимателя к какому-то коллективному, да, бизнесу. Но все еще, мне кажется, что эта потребность солидаризации, она больше как какой-то политический нерв. Я согласна, мне кажется, это вот про сверху часов, про понимание того, что твой внутренний компас, как ты оцениваешь как бы себя и все, что происходит вокруг, он соответствует тому, как это происходит у других людей. Вот там в рамках исследования один респондент говорил о том, что очень важно, вот, чтобы кукуха не поехала, в том плане, что вот очень важно понимать, что это ты не один так думаешь, и, потому что ты очень часто вокруг видишь некое непонимание и непринятие того, что происходит. И поэтому очень важно вот это вот плечико почувствовать и понять, что все, с тобой все нормально. Да, так происходит с другими. Приведу такой немного отвлеченный пример. На уроке биологии, анатомии все считают пульс ученики. Это сестренка моя рассказывает в их классе. Считаем, говорит, пульс, тишина, все пыхтят, считают. В какой-то момент один громко говорит: все, закончился. Вот, чтобы вот этот все закончился у нас не случилось, мы подменяем это вот тем, что мы солидаризируемся. Но мы насколько мне кажется, мы солидаризируемся очень избирательно. Если раньше мы готовы были быть со всеми, кто такой, как ты. Условно крикнуть, вот Ленора, ты говорила про 90-е, да, про нашу солидарность, это было из того формата «Венерата менгтем сум толдер сангас», потому что придет 2 часа, приедет вода. И если тебя не будет, то ты останешься без воды. Вот. И то же самое было со всеми соседями. Солидарность у нас была такой несколько эмоционально-бытовой. Сейчас наша солидарность про то, что, опять-таки, что твой пульс не закончился. Мы очень придирчиво отбираем свое окружение. Я не знаю, может, многие говорят, что это с возрастом такое бывает, да? Но мы не готовы дружить и пускать всех к себе. Мы очень стали избирательными, мы не всеядные. И сказать, что как раньше было «татар тохтат алаек», вот у нас было в семье было так, вот кто-то идет пешком, «о, татар хайва тохтат алаек», вообще не обсуждал, что теперь нет. «О, татар» не совсем визитная карточка для нас теперь. Это про доверие? То есть мы перестали доверять друг другу или что? Или каким образом? У меня есть ощущение, что какое-то доверие на личностном уровне, оно тоже поменялось качественно. Да? То есть мы не ищем себе похожих, мы ищем идеологически совпадающих с нами, мы ищем ценностно совпадающих с нами, и это очень сильно меняет наш внутренний дискурс. Да? И поэтому он такой резонирует с тем, что происходит вокруг. Возможно. Но мы очень избирательно теперь относимся. И это по факту рождения, это уже не совсем про то, что было в 90-е. То есть родиться крымским татарином, этой работы для тебя уже недостаточно, да? Нужно вкладывать в себя. Этого дано мало, потому что в это дано может вложиться еще огромное количество неизвестных переменных. Мне кажется, что главной проблемой, с которой мы столкнемся в будущем, это незапараллеленный дискурс, это отсутствие общих нарративов и разные культурные пространства. А вот как вам кажется, с какой проблемой мы столкнемся в будущем? Меньше будем говорить про общее. У нас будет все меньше и меньше общих точек соприкосновения.
Мы будем о Крыме, но мы будем по-разному. А В чём- может, и не будем. В чем-то мы будем совпадать, но это, мне кажется, объективно, что какие-то будут разные визии в том числе. Меня больше смущает то, что у нас очень много каких-то взаимных упреков и обвинений Да, вот сегодня. Вот уехавшие, оставшиеся, и вот кто-то виноват в чем-то. Мне вот этот дискурс больше напрягает, чем вот незапараллельность. Но это тоже о незапараллельности в том числе. Вот. Поэтому, мне кажется, вот с этим что-то надо думать, что с этим делать и как вообще с этим быть. А где может родиться, вот по вашей логике, этот диалог? Да? Где могут рождаться эти нарративы общие для всех? Да? Где мы можем попытаться найти что-то для... Ну, общего для у нас, в общем-то, достаточно, да? Но попытаться синхронизироваться в этой общей тематике. Ну, я думаю, только медиаплощадки. Те, которые есть, и, может быть, какие-то новые, рассчитаны на новые аудитории, потому что, ну, других я не вижу, и я не думаю, что в нынешних условиях они могут быть где-то. Ты как думаешь? А я думаю, мы будем искать их. Они будут где-то стихийными чаще всего. Медиаплощадки, да, безусловно, но это время таких быстрых изменений, что мы даже не можем предполагать, что оно будет через год, через два. Что произойдет, как изменится, что нас синхронизирует. То есть у нас больше вопросов, чем ответов сейчас. Я думаю, что, наверное, мы сейчас даже не про ответы. Мы про формулирование вопроса. Да. Ну, Мы на стадии сформулировать. формулировки вопросов. То есть мы на стадии самодиагностики. Мы диагностируемся. У нас нет еще диагноза. Прошлое — это тоже про нас. Мне кажется, оно больше все-таки про родителей, чем про нас. У нас сколько того прошлого было? Наше прошлое от 80-е годы, мы все-таки с вами дети советских начальных школ. Зацепили немножко. Да, правда, я думаю, что я лично пионерский галстук в 8 классе, выходя за школу, снимал и засовывал в карман, чтобы утром его опять, правда, нагладить. Вот. Но мы поколение, снимающее галстуки. Ну да, есть такое. А мне кажется, вот я бы выделила две черты этого поколения, нашего поколения. Первое — это то, что, наверное, зацикленность на каких-то материальных благах, в том смысле, что их был огромный дефицит. То есть не хватало буквально всего. И вот вы сказали о том, что у нас не было возможности прожить там подростковый кризис, потому что мы были там, на баррикадах. А мне кажется, мы как раз проживали наш подростковый кризис как раз там, на баррикадах. И вот в этой атмосфере нехватки всего, вот дефицита всего, и когда мы там пытались измерять наши подростковые хотелки с тем, что наши родители могли нам дать, мне кажется, что вот это усугубляло этот подростковый кризис очень сильно. И второй момент — это, наверное, все-таки политизированность. Еще вот с того возраста, будучи подростками, мы были жутко политизированы. То есть, будучи там, частью всего этого, мы хорошо там понимали, что происходит, участвовали в обсуждении, по крайней мере, слушали, были в этой среде, где там, не знаю, политические дискуссии были обыденностью, мне кажется, любых посиделок крымских татар. Да, все знали своих лидеров, все знали оппонентов, все знали, кто что сказал, анекдоты, которые ходили там и так далее. То есть мне кажется, что вот это поколение было вот таким вот материально очень неустроенным, в этом плане нуждающимся в каких-то таких материальных благах, чувствующих их остро, их нехватку и одновременно политизирован жутко просто. В инструментальном смысле наше поколение как-то отличается от сегодняшних, вот, кто уже прожил там свой подростковый кризис в других условиях, кто сегодня уже точно так же, как и мы, в свое время что-то создает, созидает. Да? Ну, условно говоря, крымско-татарский Крым созидает. Инструментально, мне кажется, что у нас было больше, наверное, какой-то мотивации что-то делать, потому что мы хотели двигаться вперед, мы хотели компенсировать всего того, чего нам не хватало, и мы были более открыты браться за все. То есть мы там не чурались. Вот Лемия сказала, что там будут, но мы не чурались абсолютно ничего. Нынешнее поколение, мне кажется, оно очень переборчивое, оно избалованное вот этими всеми излишками всего того, что есть, и оно переборчиво, избирательно относится. Это не будут делать, это нет, это не камильфо, а это еще можно обсудить. Риск. Это в том числе, да. Мне кажется, так. Здесь есть одна фотография вот с Джемиле Осман. Она, мне кажется, очень интересна, знаете, по своей энергетике. Вот эта вот утонченность на фоне Строгановка. Да? Какая сейчас Строгановка и какая она была. На фоне вот этих самостроев
И вот это вот какая-то этот внутренний стержень, это внутренняя аристократичность, это гордость, которая неизгибаемая, да, в этом танце, она танцует тым-тым, насколько я понимаю. Вот, мне кажется, это очень отражало тот период, потому что у нас совмещалось, да, вот этот пафос и патетика, да, определенная, и обыденность, которая, ну, была вообще неблагоустроена, мягко говоря. И мы выжили, исходя из того, что мы видели, да, на сцене, из того, что мы строили, какой образ. Мы сегодня конструируем какой-то образ, то есть насколько наши образы, я не хочу говорить про сценические образы, да, которые вот мы наблюдаем, а вообще образы, которые мы конструируем, и та жизнь, которую мы проживаем, есть какой-то разрыв в этом смысле? Вообще мы конструируем эти образы? Мы конструируем. Мы конструируем пространство, мы конструируем окружающее нас. И то, о чем мы с вами уже говорили, просто да, нас мало, но мы окрашиваем. Мы окрашиваем пространство вокруг себя. Вот я на днях была в Кизлеве, ну, мне трудно представить в Кизлев без того фрагмента, который представляем мы. Вот. И если убрать этот фрагмент, то Кизлева не будет. Не будет его в таком облике, в котором он сейчас. С спецификой, с атмосферой, с содержанием и так далее. Что мы возвращали тогда, да? Справедливость. Мы реализовывали мечту родителей. Мы ехали на Элиземлю, мы возвращали. Что вот для нас эти 90-е годы были? Мне кажется, все вместе. Мне тоже. Мечта и справедливость, и земля. Все было актуально. Справедливость, потому что было острое ощущение несправедливости везде. Вот ты приехал, и ты сталкиваешься с первого же шага. Поэтому это было супер актуально. Мне кажется, мечта. То есть с этим пришли сюда люди, то есть вернулись. Это то, что двигало. Реализовать мечту чью-то, особенно те, кто не смог вернуться. Мне кажется, это было тоже очень важно. И земля, мне кажется, вообще приобрела какой-то сакральный характер. Вот все эти баррикады, самозахваты и так далее привели к тому, что земля стала символом нашего возвращения. И мне кажется, вот отсюда вот как раз, да, вот это наше желание строить дома и благоустраивать пространство вокруг, потому что так мы пытаемся свое присутствие здесь, что ли, утвердить и зафиксировать. Да. Бить колышек. Эльмира, ну прям сняли меня с языка, да. И земля, и не просто земля, дом на ней. Вот этот дом для нас это не просто жилье. Для нас это вот и осуществление мечты, и какая-то цель, и какое-то пространство, и это очаг, и это гнездо. То есть дом, вот есть такая теория архетипов Юнга, да, большая часть аудитории с ней знакома. Вот для нас дом – это архетип, причем, наверное, исчерпывающий архетип. И архетип золотой колыбели, который нам хотят, ну это ж наша, нет, не про золотую колыбель. Наше поколение про построенный дом. Вот эти, как вы говорите, Нурханум, вбить колышки, это было очень сакрально. Я очень хорошо помню, как мы вбивали, как отец вбивал колышки в 6-м микрорайоне города Бахчисарая. В августе 90-го. Вот сколько... 34 года. И я очень хорошо помню эти колышки с какими-то веревочками на них, бзынклиры, да? Вот. И ты смотришь на это поле впереди, поле сзади, пшеница, и ты понимаешь, и вот я сейчас говорю, это вот ощущения, они вернулись, эти эмоции вот этого колоссального приобретения. В этом смысле земля какую роль играет? Да? То есть раньше она была для нас земля обетованная. Сам факт ее наличия, да, вбивание колышка, ощущение ее тактильно делал с нами какие-то сумасшедшие вещи. Да? Мы готовы были на все рисковать, обливаться бензином и так далее и тому подобное. Что сейчас для нас земля? Земля, на мой взгляд, для нас константа. Это постоянная переменная. Это то, без чего нас, как татар, не существует. Вот. И даже вне ее пределов мы все равно ищем ее. Многие исследователи говорят, и наши исследования, говорят, наши респонденты об этом говорят, о том, что я везде ищу Крым. Я везде ищу Крым. И очень многие об этом говорят, что вот без этого ощущения Крыма, мало того, что у тебя где-то пейзаж висит крымский, да, где-то какое-то что-то материальное, напоминающее о Крыме, но ты везде ищешь Крым. Почему все смотрят на мир через крымские очки? Мне кажется, если ты крымский татарин, у тебя мало шансов смотреть через какие-то другие очки. То есть это вот что-то заложенное в тебе. Причем это такая транспоколенческая вещь. Среди старшего поколения, среднего и даже среди молодого поколения. Я иногда называю это такой крымстарской иррациональностью. Потому что это сложно объяснить, это сложно пощупать, но ты это наблюдаешь у разных людей, которые живут в разных контекстах. Причем
Это то же самое, что у людей, которые находятся в Крыму физически, и те, которые находятся за пределами. Это вот какая-то иррациональная тяга к Крыму, иррациональная любовь. То есть ты как бы понимаешь, что без Крыма ты не можешь состояться как полноценный человек, ты не можешь быть счастливым. Вот, да, очень часто можно слышать о том, что у меня есть все, я вроде самореализовался, я достиг там высот, но при этом я не чувствую себя счастливым человеком вне Крыма. То есть это очень трудно Кусочек сделать. Крыма нужен свой. Нужен Крым, и люди находят его. На самом деле это вот действительно какая-то очень интересная вещь, когда ты куда-то приезжаешь, и ты видишь, как люди ищут пейзажи похожие, названия улиц похожие, я не знаю, какие-то там что-то, слова какие-то, которые напоминают крымстарские слова. То есть во всем пытается найти что-то родное. Это есть, без этого никуда не денешься. И мне кажется, это даже обостряется, когда ты вовне. Один из наших респондентов, помните, сказал, это работа нейробиологов. Вот. Исследовать Исследовать этот феномен, да, исследовать вот эту необычную тягу к Крыму, понимание Крыма, ценность Крыма, Крым по венам. В таком случае уехавшие, оставшиеся, да, еще один феномен, с которым нам предстоит, я так чувствую, разобраться и выстраивать какие-то мосты, обозначать точку входа, выхода да, из этого состояния. Вообще, как вы оцениваете этот дискурс уехавшие, оставшиеся? Как враждебный, как непонимание, как что? Мне кажется, что мы даже в нашем исследовании обнаружили вот эту эволюцию отношения к отъехавшим еще на первом этапе, когда мы опрашивали людей. То есть если в 2014 году это было очень категоричное неприятие, то есть вот все, кто уехали, они совершили очень плохой поступок, то постепенно мы видим, что такое росло большее понимание мотивов, что есть безопасность, что есть самореализация, какое-то большее понимание того, почему люди это делают. Но если даже и не принятие, то понимание. То в 2022 году у нас новая волна, да, иммиграции, и я бы сказала, у нас такие новые профайлы уехавших, что ли, по сравнению с предыдущим периодом. Есть те, которые вынуждены это сделать, и мы видим по тем, кто уехал, что люди просто уехать и переждать, чтобы вернуться. И среди них как раз-таки больший процент тех, кто вернулся. Другой такой профайл – это те, кто давно думал о том, чтобы уехать, в первую очередь из-за возможностей, которые открывает мир шире для них, для их детей. И вот там может быть совершенно другая, я думаю, ситуация, в том числе с возвращением. Это, мне кажется, когда мы наблюдаем за дискурсами относительно уехавших, среди тех, кто остался тут, мне кажется, очень важный момент – это все-таки разборка мотивов, почему люди это сделали и как они выстраивают свои планы на будущее, планируют они вернуться или нет, что такое Крым для них, как они артикулируют важность, значимость и так далее. У меня ощущение немножко другое сложилось. Для уехавших, у которых повестка Крыма там, в первые годы их разлуки с Крымом была актуализирована, да, и она больше была, скажем так, больше была на слуху у всех, да, и были какие-то ожидания. Сегодня эти ожидания не оправдались, и вот эта пустота, да, от неисполненного чего-то, да, каких-то этих самых ожиданий, планов и так далее, оно усилило эту разлуку и, соответственно, желание понимать или потребность понимать, да, это тех, кто остался, и того, что происходит в Крыму. Мне кажется, это тоже один из мотивов такой. Есть ощущение такое? Не знаю, мне кажется, это как бы человек становится частью контекста. Вот. И мы становимся частью одного контекста, другие становятся частью другого контекста. Но это объективно. Это объективно. Оно будет, конечно, вот эти вот пустоты, наверное, будут. Они будут пустотами в нашей голове. Там есть еще один зал и не менее символичные фотографии. Мне хочется задать вопрос по поводу, успели ли мы осмыслить эти эмоции, успели ли мы осмыслить этот период 90-х. Те самые баррикады, которые прошли, да, это знакомые лица, абсолютно знакомый быт. И я всегда думаю о том, что мы взяли из этих 90-х, кроме вот этой определенной ностальгии, кроме... Мы строили тогда, по большому счету, институты. Мы пытались это, да, осуществить. Но сумели ли мы это сделать? 90-е – это был уникальный, очень интересный опыт. Он уникальный в плане, мне кажется, вот когда ты смотришь там, с макрокартинки на Крым, на крымских татар, ты понимаешь, что таких кейсов, как крымские татары, очень-очень мало. То есть их очень, реально мало. И это то есть оценили очень люди, которые вовне Крыма, может быть, даже в большей степени, чем сами крымчане, потому что мы стали объектом изучения, исследования и так далее. И диссертации написаны, книги написаны,
посвященный нам. Но внутри, как мне кажется, мы не до конца еще поняли, что это было. Что это была за Состояние эпоха. историческое маленькое? Или мы не задавали себе вопрос такой, что для нас были эти годы? Я думаю, то и другое. И расстояние недостаточно еще, потому что, опять-таки, активные участники процесса живы, и они так или иначе влияют на то, как мы рефлексируем и оцениваем тот период. Вот. И все-таки, да, нужно, наверное, какую-то большую вот дистанцию. Вот. Это период, когда эмоционально у нас получилось все, да, то, что, максимально то, что мы хотели, и самая главная цель была достигнута, мы вернулись. Неважно, в какие условия, но мы вернулись. И вот этот позитивный эмоциональный опыт, который, знаете, как маленькая победа, да, хотя, в общем-то, для поколения, которое было депортировано и вернулось, это очень большая победа, как мне кажется, да, и вот эта история успеха в каком-то социально-политическом процессе, она зафиксировалась у нас, и мне кажется, мы еще живем этой рефлексией, да, что еще может что-то получиться, что у нас был период истории, когда мы побеждали. Есть такая эмоция, нет? Либо это моя фантазия? Я не считаю, что побеждали надо использовать в прошедшем времени. Это процесс. Вот. И сейчас сказать, что мы не побеждаем, Многозначительная, Где мы? да, многозначительная просто пауза. надо как бы системы координат Соизмерять. Да, соразмерять. Вот это понятие, как у Зенона в Апориях, летящая стрела находится в покое. Почему летящая стрела в покое? Потому что в каждой точке пространства времени она в покое. Вот наши победы тоже. Мы сейчас не про большие победы, мы сейчас про маленькие победы. Вот. И даже не в размере победы дело, а в том, что они есть. Поэтому все складывать в одну корзину, может, и не надо. Вот. Но какие-то маленькие личные победы, семейные победы, групповые победы. Вы же сами об этом много говорите. Смотря на эти фотографии, я понимаю, что вот мы все, наши родители в первую очередь, рисовали новый портрет Крыма. Да? Но у меня есть такое ощущение, что у нас как-то вот не получился портрет, получилась картина по номерам. Где-то мы вышли за края, где-то не дорисовали, где-то цвета перепутали, где-то что-то не сделали не так. И есть ощущение, что в этом смысле у нас получился только бизнес, который сумел адаптировать выживание, да, и вот эту нашу адаптивность трансформировать в креативность и в инновационность, да, в умение находить тренды и реализовывать их. В социально-политическом контексте мы научились каким-то новым лайфхакам, да, как сейчас принято говорить? Я думаю, что вот это вот был именно тот политический активизм, когда крымские татары научились очень мощно, организованно реагировать на какие-то действия либо бездействия властей, и не только властей, там, окружающего нас пространства. И это был наш как бы рецепт, каким образом мы могли бы достигать реализации наших коллективных прав. Но вот я очень много думаю об этом, почему как бы мы были так гиперактивны. Если мы посмотрим там на повестку дня информационную 90-х годов, то есть там все были крымские татары. Они тут протестовали, там протестовали, здесь побежали, это не дали сделать и так далее. Но вот если посмотреть как бы на всю эту активность, мне кажется, что она какая-то такая реакционная, что ли. То есть мы реагировали на инициативы других. То есть в нашем активизме, мне кажется, не хватало субъектности, то есть когда мы выступали субъектами процесса, то есть мы скорее только реагировали. И вот мне кажется, вот это какая-то отличительная черта вот того периода. Мы были безумно активны, но это был реакционный активизм. Активизм и протест – два таких явления, которые вот параллельно шли. Активизм как некая такая горизонтальная история, да, которая нас объединяла и включала, да, в социально-политические процессы. Протест как форма, да, участия в том числе, да, и политического участия. Стало ли это нашей политической традицией? Появилась ли у нас вообще другая, новая какая-то политическая традиция? Я провожу аналогию. Да? Вот бизнес сумел, да, найти себе, скажем так, трансформировать все те лайфхаки, которые мы получили в этот период, да, становления. А политическая сфера, социально-политическая сфера, она смогла найти создать эти традиции новые, в том числе и политическую традицию?
Когда мы говорим о политической активности, об активизме в целом, мы должны учитывать целый ряд критериев, если мы хотим проанализировать это явление. Ну, это мотивация, это факторы, это формы, это контексты. То есть, когда мы говорим о бизнес-идее, да, о бизнес-системе нашего народа, то да, она сформировалась. Мы отточили, сформировали очень хорошие наши качества. И среди них, прежде всего, адаптивность, умение выживать, умение создавать что-то новое, умение выдавать какой-то качественно новый продукт. В политической сфере, в политической активности этого не случилось. Новый продукт мы создать не смогли, какой-то инновационно новый, принципиально новый, да, и по креативности в политической сфере у нас тоже как бы не совсем сложилось. Бизнес стал субъектным. В политике мы были субъектными. Вот все то, что, скажем так, сопровождалось в 90-е годы, да, нашим вот этим вот участием и так далее. С одной стороны, вот по форме кажется, что мы определяли повестку дня, но определять повестку дня и быть субъектным, насколько это тождественные понятия? Не совсем, как мне кажется. То есть мы влияли на повестку, но мы ее не определяли. Вот мне так кажется. То есть как бы у нас, безусловно, с нами считались. То есть у нас были рычаги влияния на то, как это формируется, но это не была наша субъектность, это не были наши инициативы, с которыми считались другие. То есть как бы импульсы шли не с нашей стороны, как правило. То есть мы реагировали на импульсы других. И мне кажется, вот Алиме тут права. То есть бизнес, почему он успешен оказался? Потому что он более гибкий, более адаптивный. И то есть он, конечно, зависит от внешних социально-политических факторов, контекста и так далее, но он может выживать, он на то он и бизнес, он может находить механизмы выживания в разных контекстах, в отличие от социально-политического активизма, который напрямую зависит. И он в этом плане менее гибкий, он менее адаптивный, потому что система может разрушать активизм и заглушать его на корню. И еще такой очень важный момент, мы просто, мне кажется, не успели придумать социально-политические лайфхаки. У нас было очень мало времени для этого. То есть пока мы решали социально-экономические задачи в 90-е годы, то есть у нас по инерции шла, наш политический активизм шел по инерции вот именно корнями из советской эпохи. То есть мы вот шли вот в том же, как бы, да, в том же русле, реагируя с похожими методами. То есть мы просто не успели адаптироваться под новую эпоху, когда пришла совершенно новая среда. Нас не хватило на это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, если использовать некие образы стихий, да, то бизнес-активизм, экономическая, да, такая основа, это по аналогии со стихией воды. Она заполняет пустые лакуны, затекая, расползаясь, заполняя собой. И это не должно быть громко, это не должно быть пафосно, это очень тихо, органично, естественным образом наша бизнесовость заполнит эти вот пустые лакуны. Даже если мы обратимся к воспоминаниям нашего прошлого, приехавших сюда и говорили, базар ларабоши, да, вот, то есть торговли не было, еще чего-то не было, да, то есть тут это был целый комплекс действительно факторов, а политический активизм, мне кажется, по аналогии с огнем, вот, его надо подпитывать, его надо подталкивать, но и можно управлять в разумных рамках, но какие-то факторы могут его вывести на колоссальную неуправляемую стадию. Поэтому вот стихия огня оказалась не нашей стихией, а стихией... Мы на маленьком огне. На комфорочке. На комфорочке. На комфорочке, да. Духовка на минималках. Да. Знаете, о чем я еще подумала? Что эта история в первую очередь про то, что активизм не перерос, и активисты не переросли в элиту. Да? Не переросли в эту институцию, про элиту, про интеллектуальную элиту в том числе. Мы стали просто специалистами, успешными учеными, успешными, я не знаю, еще там, врачами и так далее. Но вот как институция это не случилось. У меня есть такое ощущение. Мы просто, мне кажется, не успели. Не успели? Это было очень мало времени для этого. То есть очень много энергии, усилий ушло вот на то, что на вставание вот на ноги. Мне кажется, что мы просто несколько отложили. То есть вот то, о чем вы говорите, там какой-то интеллектуальный продукт, ну, это же требует колоссальных усилий и умений, которые нужно формировать, в которые нужно вкладывать. Мне кажется, мы просто не успели это сделать вот за этот период 90-х, потому что другие приоритеты были. Вот колышки, кирпичи и так далее. Это были приоритеты тогда, это было важно, это было на повестке дня номер один. То есть мы все думали, то есть то, о чем вы говорите, вот новый качественный уровень, нового качества, да, политический активизм, это все должно было прийти потом,
как следующий этап. То есть его нужно было взращивать, подпитывать, как Алимия говорит. Формировать. Да, то есть мы просто не успели, как мне кажется, слишком мало времени. У меня опять же сложилось впечатление из наших последних наблюдений о том, что вот эта разность между уехавшими и оставшимися, она сокращается. Не возникло такого ощущения у вас? Ну, мне кажется, это зависит, смотря на какие вопросы мы смотрим. Да? Ну, базовые ценности, да, про семью, про атмосферу, про Крым, про вот все то, что составляет этническое содержание идентичности, мне кажется, оно как раз-таки сокращается. Там меньше таких резких тонов, скажем так, в тех суждениях, которые были в предыдущих наших исследованиях от уехавших, скажем так. Ну, мне кажется, люди как бы поняли, да, что помимо возможностей, которые открывает жизнь вовне Крыма, есть и другие вещи, такие смыслообразующие, вот как раз-таки связанные с этничностью, с культурой, с ценностями. И это все трансгранично. Да? И вот мне кажется, что мы как раз-таки натыкаемся на этот момент в наших исследованиях, когда мы говорим об этой трансграничности ценностей. Неважно, где ты, да, ты крымский татарин, вот хочешь ты этого или не хочешь, да, вопреки всему ты будешь крымским татарем, потому что разделяешь набор ценностей, присущих крымским татарам. Тут логично проговорить еще один момент. Меняется ли содержание идентичности? Вот этот вот вопрос, на самом деле, Нургалам, очень интересный, в том плане, что если исследования 17-19 года крымские татары понимали этничность как дано, как данность, как есть такая теория этничности, примордиальная, то есть человек рождается в этой этнической группе, и менять он ее не имеет возможности, и он, представитель этого этноса, и тесно связан с территорией, с землей. То теперь вот в этом исследовании несколько наших респондентов указало, что этничность – это же возможность выбора. Я могу выбирать свою этничность, а могу не выбирать свою этничность. И этничность – это про воображаемые ценности. Этничность – это про разделяемые воображаемые ценности. Этничность – это про то, считаешь ли ты себя причастным к этой этнической группе. Плюс ко всему очень важен, то есть мы уходим в сторону от примордиального к конструктивистскому пониманию этничности. То есть этничность – это конструирование ценностей. А знаете, что меня еще зацепило вот на этом этапе? Это вот наш наболевший вопрос о межэтнических браках. Это же тоже напрямую связано с идентичностью, с тем, как мы сохраняемся. И мне показалось, вот этот вот как раз-таки переход от примордиализма к конструктивизму, он очень прям, и даже инструментализм, он очень прям такой мощный. Да. То есть вот эта категоричность, да, мне не нравятся межэтнические браки, мне не нравится, когда там наши на ком-то женятся или выходят замуж, но если в результате этого брака мы как народ приобщаемся новыми членами, то есть если человек, на котором женились там, из другой среды, да, или за кого вышли замуж, становится крымским татарином, начинает говорить на языке, начинает там перенимать наши культурные коды, то почему бы нет? Мы маленький народ, для нас это как бы выход из ситуации, и наоборот надо как бы поощрять такие вещи, этим самым улучшая нашу демографическую ситуацию. И вот это было, мне кажется, что-то такое новенькое на самом деле, да, вот такое. Конвертация. Я тоже заметила это в некоторых наблюдениях. Конвертация, если этот процесс успешен, и это конвертация крымско-татарская, то тогда no problem, как говорится. Да? Ты можешь быть кем угодно, но если ты по итогу становишься крымским татарином или крымской татаркой, воспитываешь детей в этих культурных кодах, вообще нет проблем. То есть ты легитимизирован, адаптирован и так далее. У нас стали в нашем дискурсе появляться варианты, да, того, что этничность можно выбирать. За пределами Крыма, как Элеонора говорила о том, что никто же не знает, кто ты. Абсолютно. То есть ты находишься в условиях выбора идентичности. И это тоже для нашего народа один из таких вот новых опытов, новых таких вот, новых мазков на нашей картине мира. Вопрос, во что это превратится? Этот вопрос, он всегда напрямую будет связан с качеством, человеческого материала, да, с качеством рационализации этих процессов, качеством осознания этих процессов и наполнения содержанием. И здесь я, конечно же, не могу не задать вопрос про демографию. Не в контексте, да, количества, да, а в контексте, если в Крыму останется поколение 65+,
да, то о чем мы можем говорить, если все молодое население, народонаселение выйдет за пределы Крыма, во что мы превратимся здесь, то есть по качеству этнического материала теперь уже, да, не человеческого, а этнического в первую очередь. Так вопрос наставить нельзя, кто будет формировать, если мы все выйдем, да, молодежь выйдет. Я думаю, что все-таки молодежь не поголовно выйдет, во-первых. Ну, мы же говорим про качество материала. Ну, что имеем, тогда будет. Да. Тогда будет, что имеем. Вот. Плюс ко всему, качество нашего материала достаточно долго в истории трансформировалось, изменялось. А допуск этого молодого поколения к формированию нарративов, да, при всем нашем патернализме, насколько это успешная стратегия, да, насколько это успешная история в чем проблема? включения? А в чем проблема? Кто-то не дает? Ну, кто-то, знаешь, подвергает сомнению некоторые мысли определенные. Кто-то отрицает реальность, в которой мы находимся. Кому-то кажется, что кто-то продолжает жить в каких-то розовых очках. Ну, это их проблема. Абсолютно. Вот моя фраза была. Мне кажется, сегодня вообще Они живут, и пусть никто живут. никому не Как же может... коллективная ответственность. Сегодня никто никому не может запретить вырабатывать нарративы. Дело в том, наверное, вопрос в качестве, насколько ты можешь это качественно сделать и подать, чтобы люди хотели этим пользоваться и брать на вооружение. И тут, мне кажется, сегодня зеленый свет. Вот сейчас, чем раз когда-либо, таки, да. ситуация наиболее благоприятна для конкуренции разных нарративов. Пожалуйста, молодое поколение имеет все То возможности. есть патернализм, есть. авторитарность определенная, она не является проблемой. Она проблема, но сегодня нет таких рычагов для контроля, социального контроля. Кроме порицания, кроме, как вы говорите, возмущения, осуждения. Но А это что и дальше что? На возмущение, осуждения, дальше оно что? не Ну, работает. не работает, Да, конечно. оно не работает. В какой-то мере, да, но в целом, в принципе, сегодня зеленый свет, мне кажется. По поводу рисков. Что будет с крымско-татарской идентичностью? Какие риски есть для нее? Риски разные. Я вижу, например, риск усиления гражданской идентичности за счет ослабления этнической. Ну, например, на материке, то есть там есть это однозначно как бы тот риск и та тенденция, которая наблюдается, и она очень визуально как бы ощутимая. Да, в То есть, плане когда гражданская идентичность доминирует над этнической. начинает превалировать. То есть это сказывается, например, в выборе языка, на котором коммуницируют. Это сказывается и в плане каких-то заимствований культурных кодов в том числе, вот, связанных с гражданственностью. Я вижу риск нарушения баланса между этнической и религиозной идентичностью здесь, например, в Крыму. Вот тот баланс, который у нас был, то есть мы сегодня много говорили о 90-х годах, то есть он, конечно, потом, то есть мы видели вот эту вот эрозию этого баланса, но вот сейчас, мне кажется, мы подходим к этапу, когда нас ждут достаточно серьезные трансформации, потому что подрастает новое поколение, и вопрос идентичности, ответ на вопрос «кто я?», он может уже решаться не так, как это было раньше с предыдущим поколением. Найдем ли мы ответ, кто мы в будущем с точки зрения вот нашей социально-политической повестки? Я думаю, что будет как бы вопрос выбора политических наций, принадлежности к политическим нациям. Мы будем дополнением к кому-то? То есть мы опять потеряем субъектность? Это опять у нас история объектности? Я думаю, это то, что, в принципе, в широком смысле да, но вот о том, о чем говорила Эльмира в самом начале, говоря о том, что да, мы будем определяться, кто мы в гражданском смысле, и это обретет черты политических наций. Интересно, у меня по этому поводу есть сомнения. Мне все-таки кажется, что мы на какой-то, по крайней мере, сегодня колее, где потери субъектности. Да? То есть мы сегодня, как мне кажется, не закладываем шаги на приобретение этой субъектности. У меня есть такое ощущение. И как минимум обстоятельств нет таких, которые бы нам позволили. А какие могут быть обстоятельства, Эльнора? Что должно случиться? Слушайте, куча внешних факторов, да, которые затемняют, я бы так сказала, да, потребности крымских татар, затемняют само явление, как крымские татары, как минимум. Да, и мы становимся частью определенного дискурса, но не формируем свой дискурс. Его сложно вписать во все эти потоки информационные, очень сложно. И более того, мы закаменели в каком-то своем состоянии, как мне кажется. Да, мы не меняем подходы, мы не трансформируем инструменты. Молодое поколение, которое сейчас вот предлагает нам что-то новое, содержание предлагает, да, оно больше реализуется в некой какой-то культурной повестке больше, но шансов в социально-политической реализоваться,
А это иногда репутационные риски. И как бы это цинично ни звучало, тогда нам нужно самим конструировать свою этничность. Вопрос, чем ее наполнять. Опять-таки мы возвращаемся к смыслам. Ценностям. К ценностям. Что является вот той системой координат, которая позволяет нам быть крымскими татарами. Уход от этнической, примордиальной идентичности к вот этой вот конструктивной, да, рациональной, да, конструктивистской, рациональной, к ценностной, да, насколько реален вот в нашем сегодняшнем состоянии? Он уже заметен. То есть мы видим отдельные как бы, проявления этого в то, вот, как люди конструируют идентичность и как они оценивают те риски, которые есть. Это идентичность, вот вопрос о межэтнических браках. Это как раз был об этом, как это можно конструктивно подходить к этому вопросу, к этой проблеме наболевшей и так далее. Но я бы хотела еще прокомментировать вот то, что говорили до этого по поводу культуры, то, что мы реализуем, и молодежь реализует себя в культурной сфере преимущественно, а не в социально-политической. Мне кажется, в ситуации, в которой мы находимся сегодня, культура — это тоже политика. Это тоже политика, это тоже про идентичность, это тоже про субъектность. И это неплохо, что это есть. И меня, например, радуют эти проявления. Вот. Я не в этой сфере. И это даже не просто про проявление, это про транспарирование себя. Да. То есть мы себя презентуем через культуру. Еще один очень важный момент, мне кажется, вопрос этничности успеха. Если успех будет этнически окрашенным, и это будет модно быть крымским татарином, модно быть успешным крымским татарином, и тогда часть какую-то вот этот факт тоже перекроет, потому что нарративы успешности, к чему очень стремится молодежь, нарративы благополучия, признанности, социального развития, они должны в контексте крымско-татарской этничности. Уезжая из Крыма, уезжая из вот этого крымско-татарского контекста, всегда есть соблазн быть незамеченным. Да? Ты не обременяешься вот теми нарративами, теми правилами поведения, и ты становишься незаметным, и ты можешь делать все, что угодно. А вот находясь здесь, это все-таки коллективная ответственность за тех, кто рядом. Хотим мы этого, не хотим мы этого, отрицаем мы это, либо не отрицаем, но сама ситуация, как бы, она нас погружает в эту историю. Не означает ли это, что проще уехать, да, и проживать свою жизнь? И, может быть, это тоже один из мотивов уезжающих, да, и проживать ту свою жизнь, если тебе, где-то ты не синхронизируешься с этими правилами. Означает ли это, что, побывав в этом контексте условного безразличия, да, когда нет к тебе пристального внимания, тебе это понравится, и ты останешься там? Мне кажется, это вопрос про социальные нормы, да, для меня. Потому что вот это то, что формирует наши представления о правильном, неправильном, хорошем, плохом. И кому-то крымско-татарские социальные нормы могут показаться душными и тесными. Есть такая модель поведения, когда человеку действительно некомфортно. То есть он вот сформировался в очень индивидуализированной среде, то есть он не ощущает, ему тесно в этих социальных нормах. Я знаю примеры людей, которые еще, между прочим, довольно-таки давно, лет 20 назад, например, крымский татарин женился на украинке и уезжал из Крыма куда-нибудь в Европу, потому что там можно было жить свободнее, вне вот этих прессингов социальных окружения. То есть такая есть модель поведения, и, скорее всего, она будет иметь место. Но мне кажется, что это не мейнстрим сейчас, по крайней мере, среди крымских татар. Мне кажется, что молодое поколение пытается каким-то образом раздвинуть эти социальные нормы. То есть оно их оспаривает, оно дискутирует, оно их обсуждает. То есть вот мы видим, что социальные нормы проходят через какую-то эрозию. И вот они, то есть это вот тот объективный процесс, так всегда происходило, в принципе. Так и было и в советское время. Поколение советских крымских татар, оно оспаривало те социальные нормы, которые были до советского периода. То есть это нормальный как бы такой эволюционный процесс. И то же самое мы наблюдаем сегодня. Дискуссия идет, и эта дискуссия выльется в то, что социальные нормы трансформируются. Соответственно, это означает, что быть разными, не похожими друг на друга за пределами Крыма – это норма, правильно? А вот здесь это пока еще не легитимно. Разность в Крыму, она не легитимна или как? Это даже, скорее всего, Ленора, не про разность. Это на право твоего выбора. На твое право быть таким, каким вести себя так, как ты хочешь. И эти нормы тебя реально ограничивают. Вот. Это про разные вещи, про
Это действительно, я с Эльмирой соглашусь, мы сейчас создаем новые контексты, новые правила. Эти правила, да, отодвигаются, да, эти правила иные. Мне хотелось бы, чтобы мы все-таки были народом, говорящим про честь. Вот лично для меня вопрос чести очень такой ключевой. Ну, я все-таки приведу этот пример. Творился, которые из фрагмента из Меркеза, которые набрали большое количество просмотров. Это был фрагмент про секс и фрагмент про репутацию. Так вот, фрагмент про репутацию победил секс. То есть мы 60 тысяч просмотров на фрагменте про секс и 80 тысяч просмотров на фрагменте про честь и достоинство. Я скажу гадость. А почему ты думаешь, что это про разное? Возможно, это про одно и то же. Это про одно и то же. Это вопрос про категории. Как Да. мы определяем и то, и другое. Означает ли вот вся эта история, которая про разность, да, означает ли это, что нам надо просто расслабиться, не торопить события, проговаривать эти процессы изменений и просто наблюдать, как это все происходит эволюционным, естественным путем? Так никогда не бывает. Это вот, то есть никогда прошлые поколения никогда спокойно не реагируют на то, как молодежь оспаривает выработанные и принятые ими социальные нормы. То есть это всегда будет дискуссия, это всегда будут попытки вернуть людей, простите, в стойло и так далее. То есть это всегда будет какая-то борьба, внутренняя вот эта динамика. То есть без этого никак нельзя. Но то есть это зависит, мне кажется, от того, куда идет процесс. Да, и на каких позициях находится человек и определенные социальные группы. Потому что мы сейчас живем в состоянии вот такой очень ущемленной, обостренного чувства потери нашей идентичности. Да, и поэтому все то, что происходит вразрез с традициями устоявшимися, воспринимается как угроза. И поэтому, мне кажется, вот такая болезненная, обостренная реакция на трансформацию традиций и устоявшихся норм, она будет иметь место. Люди просто не будут вот так просто сидеть и наблюдать, как что-то эволюционирует. Люди будут пытаться это как-то модерировать, чтобы это происходило в рамках все-таки определенных норм, которые есть. Пытаться объяснить себе. Объяснить, да. Рационализировать, как говорят. Мне кажется, у нас с рационализацией иногда очень Это всё не про плохо. нас. Да, это не про нас. Но у нас про волшебство иногда бывает. Да. Или про секс. Или про секс, да. Вопрос про идентичность, он как-то сам по себе всплыл, что называется. Да? Как часто вы наблюдаете, что крымские татары, живущие в Крыму, задают себе вопрос «кто я?». И как часто этот же вопрос задают себе крымские татары, находящиеся за пределами Крыма? Тут вопрос, мне кажется, не про часто, а про качество задавания этого вопроса. Что я имею в виду? Во-первых, все люди задают этот вопрос, кто я. То есть на каком-то этапе у каждого человека есть потребность ответить на этот вопрос. Потому что это связано с социализацией, с индивидуализацией. Все люди это делают, неважно, где они живут, где они находятся. Просто для тех людей, которые в Крыму, которые живут в рамках своей семьи, в рамках своей среды, ответ на этот вопрос такой очевидный, и он как бы сам собой, да, напрашивается. Ну да, я крымский татарин, потому что вот все же вокруг крымско-татарское, я с детства живу, мне говорят. И это как бы более спокойный ответ на этот вопрос, что ли, я бы сказала. Тогда как для людей, которые вовне, это нечто большее, чем просто кто ты, потому что ты живешь в очень некомфортной среде, где все инаковое, все другое, и ты ощущаешь это на каждом шагу. И поэтому ты даже можешь его не задавать. Этот вопрос, он возникает везде сам собой, просто вот объективно по ходу твоей жизни. И вот там как раз-таки возникает очень такое чувство принадлежности, вот это вот иррациональное, очень мощное, очень сильное, которое трансформирует жизнь людей и которое одновременно придает смысл их существованию, потому что все ищут точки опоры. И когда ты эту точку опоры находишь, и вот я крымский татарин, вот Крым, да, Крым там, народ там, я тут, это переживается, конечно, очень больно, очень часто, но это придает существованию, как бы смысл твоему существованию, потому что в соответствии с этим ты выстраиваешь какие-то стратегии твоего поведения. Почему ты тут? Ты должен ответить на вопрос. Если все там, родина там, народ там, среда там, почему ты тут? Да? Почему? Каковы факторы? Что ты делаешь для того, чтобы быть там? Что ты делаешь для того, чтобы помочь жизни там? То есть это вот придает осмысленности всему тому, что ты делаешь. На эти отношения влияет дальнейшее видение картины мира?
То есть то, как люди себе представляют развитие тех или иных ситуаций, которые с нами происходят, вокруг нас происходят, влияет ли на вот эти взаимоотношения между уехавшими и оставшимися вот эта вот визия будущего, так называемая? Мне кажется, что мы вернемся. Мне очень хочется. Вот давайте скажем, не кажется, мне очень хочется, чтобы так было. То, что Крым будет вот тем чем-то волшебным, куда возвращались наши предки и куда вернутся те, кто уедут. Не знаю, мне кажется, она наоборот будет разделять, да? Мне кажется, вот мы сейчас все прям собрались 3 политолога, и всем кажется. То, что я вижу, то, что я наблюдаю, я вижу новый такой этап идеализации Крыма среди тех, кто уехал. Вот он в чем-то сравним с тем, как это происходило в период депортации, когда там, да, все было в Крыму лучше. Да, то есть сейчас просто это происходит не на том примитивном простом уровне, вода чище, воздух лучше, там, молоко гуще и так далее. Но сейчас происходит вот та же самая идеализация, что как бы полноценно жить, развиваться ты можешь только в Крыму. То есть Крым — это вот то место такое, где крымский татарин может ощутить себя крымским татарином. И очень многие люди вовне выстраивают свои картины мира и свои визии, исходя из того, что они возвращаются в Крым. Если даже они не возвращаются полноценно, то, по крайней мере, они что-то делают для Крыма. Они уже делают для Крыма очень много, для Крыма, для крымских татар. Но и даже свои картины будущего они связывают именно с Крымом. То есть как они будут что-то делать в Крыму или для Крыма потом. Еще одна волшебная фраза. Все будет хорошо. Откуда такая уверенность? Не знаю, вот у меня вот в моей части респондентов, да, разных респондентов, очень много кто говорит, я не знаю как, но будет хорошо. Но у меня есть гипотеза, опять же, что когда уезжаешь надолго из Крыма, ты перестаешь смотреть на мир через призму Крыма. Ты перестаешь смотреть с точки зрения перспектив Крыма. Насколько она верна? Я бы здесь сказала все-таки, что это очень довольно категоричное утверждение. Я бы сказала, что картина более многослойная, чем вот такое категоричное размежевание тех, кто уехал, тех, кто остался, и как это связано с картиной мира, потому что картина мира у каждого человека, она формируется исходя из разных факторов. Во-первых, среда, в которой ты живешь, круг общения, источники информации, и очень важно, мне кажется, это все-таки твоя способность критически мыслить и анализировать. И это не важно, где ты живешь. То есть если этот набор, как этот набор работает, от этого твоя картина мира и формируется. Человек может находиться физически в Крыму, но мысли совершенно не по-крымски, то есть мысли совершенно другими категориями. То же самое люди вовне. Я знаю тех, у кого оптика сдвинута с Крыма очень сильно, но есть и те, для кого Крым это находится просто в фокусе их дальнейших планов и визуализации их будущего. Поэтому здесь, мне кажется, все очень многослойно зависит от того, чем человек занимается, и вообще от его внутреннего багажа, внутреннего мира, самоощущения. Ценности. И ценности, да, ценности, мы как раз-таки говорим про ценности. Поэтому есть крымские татары, которые очень давно уже живут за пределами Крыма, но которые мыслят, да, вот как раз-таки сквозь оптику Крыма до сих пор. Я не раз слышала от сегодняшних 25-летних-30-летних не то чтобы укор, но такое замечание о том, что, господа, старшее поколение, вы не создали инструментария, который был бы уместен сейчас и сегодня. Вы не передали нам вот тот, не то чтобы опыт, но не трансформировали сам инструментарий политического и участия, и борьбы в том числе. Это так. Это, мне кажется, упрек не то, что не по адресу, но не своевременно. То есть я не думаю, что это можно было сделать за тот период. Ну, по крайней мере, вот в том качестве, которое это поколение ожидает сегодня. То есть какие-то зачатки активизма передать можно, но того уровня просто не дотянули еще, чтобы его передавать. У нас политические контексты просто действительно они были маленьким по временному промежутку. Плюс ко всему сами политические контексты распада Советского Союза, формирования нового государства, событий десятилетней давности, они не создавали основы для понятного участия, для понятных правил. Вот, поэтому создать что-то, что потом через 20 лет поломается и будет не таким. Вот. Этот упрек, мне кажется, он просто по меньшей мере нечестный. Нечестно. Нечестный. А возьмите и сделайте сами.
Мне тоже кажется, что это нечестно. Нет такого ощущения. Возьмите и сделайте сами. Ну, мне кажется, они то поколение, которое сейчас являются субъектами, да, по крайней мере, у них в их руках есть, у них нет, условно, да, сейчас очень, может, грубовато скажу, да, у них нет проблем выживальческих. У них нет выживальческих проблем. Вот. Значит, у них освобождается место для саморазвития. Сколько у нас было возможностей для саморазвития? Ну, у них- Откуда мы черпали информацию? А как мы ходили условно в библиотеки? Они сейчас смеются над нами, когда мы говорим, сколько мы ходили в библиотеки. Их факторов для саморазвития сейчас и инструментариев у них значительно больше. И возможности получения информации значительно больше. И возможности прокачивания своих soft skills значительно больше. Вот, поэтому... В таких, условно говоря, сейчас обидится, конечно, молодое поколение, тепличных условиях, возможно ли, что они таки выработают, да, свою традицию? Оно способно, это поколение, тепличное поколение? Я всегда, наверное, первый адвокат молодого поколения, на самом деле они просто другие. Они совсем другие. Они не про выживание, но они про конструирование новых смыслов. Мне очень хочется в это верить. У них новые навыки, у них иные навыки, у них иные мыслительные схемы. Они по-иному чувствуют мир. Да, они не про выживание, но они, мне кажется, они поколение про создание нового. Вот поэтому, да, на наше поколение попалась вот эта ноша выживания. Но я думаю, что это тоже не то, с чем мы должны возиться и носить это как любимую игрушку. Вот мы выживали, вот и вы должны так же. Нет, просто мы должны быть той ступенькой, с которой начинают следующий этап. Почему вот, я даже иногда было такое, я задумалась, почему наши родители, да, очень хотели и старались всегда обеспечить жильем. Для того, чтобы у человека, у молодой семьи освободился тот большой ресурс, который они тратили не на постройку дома, а на что-то иное. Поэтому у нас, вот, мне кажется, мы для них должны быть вот этой вот ступенькой, да, платформой, отсутствие выживания, но создание иных смыслов. Вот. А за них вот за это должно быть спрошено. Вот. Что вы создали? А их дети спросят. Их дети. Мы постараемся. Наша миссия воспитать много задающих вопросы. Тут есть еще интересный, мне кажется, момент. Вот наше поколение, оно было как бы с таким оголенным нервом. И мы очень остро реагировали, и нас не надо было мотивировать что-то делать. То есть национальная повестка, она была вот по венам текла, да, как кофе. Мы были менее прагматичными. Мы были менее прагматичными. Менее прагматичными, и мы были легко возбуждаемыми на всякие вот политические и национальные вещи, в отличие от нынешнего молодого поколения. Да, у них там есть много возможностей и условий, но у них нет оголенного нерва. Вот мне кажется, вот этот оголенный нерв надо каким-то образом, его надо оголять, по крайней мере, да, каким-то образом, чтобы они вот все те скиллы, все те навыки, умения, которые они приобретают, чтобы они, вот, фокусировались в правильном направлении. То есть их нужно вот направлять. Мы все-таки про волшебников говорили очень много, да, мы про романтизм очень много говорили, но о чем мы мечтаем? Как народ? Давайте фрагментировать в таком случае, как народ, как девушки, политологи. Но это не всегда пересекающиеся вещи. Абсолютно, может быть, не пересекающиеся, но тем не менее определяющие друг друга. Я думаю, что все-таки, я все-таки хотела бы говорить о коллективном представлении о мечтах, то, что мы видим в наших исследованиях. Все-таки люди мечтают о Крыме как в своем доме, во что не вкладывают понятие, что все будет крымско-татарское. То есть мы будем субъектами процесса, в том числе политического. Вот мне кажется, вот это вот то, что параллелит разных людей в разных контекстах, это то, что сближает вне зависимости от разных позиций, разных настроений, представления о чем-то. Вот это вот то, что объединяет. То есть форма — это другой вопрос. О формах, я думаю, мы еще будем бить копья очень-очень много в будущем. Но суть, эта мечта состоит в том, что эта земля, она должна быть наша. И мы должны определять, что с ней делать. Кроме земель, мне кажется, еще вопрос крымско-татарскости. Многие мечтают, чтобы их дети остались крымскими татарами. Не просто крымскими татарами, а успешными крымскими татарами, признанными крымскими татарами, более развитыми. Это случай, когда твои дети круче, чем ты во всем.
Вот. И именно они несут это твое знамя, не знаю, твой транспарант твоей крымско-татарскости. Да, хочется субъектности. Если суммировать все то, что мы говорили, это все-таки про субъектность и про крымско-татарский успех. Хотя его все понимают по-разному. Да. Но и в этом и есть прекрасное в нас, так сказать, это разность. Сагумс.